В жизни всегда есть место подвигу, гласит известная фраза. Одним из тех, кто подтверждает этот постулат, является Хаваш Зауров. На счету уроженца сельского поселения Кантышева теперь одна спасенная жизнь. Салам алейкум, небеса высокие, творение великого Творца. Салам алейкум, счастьем окрыленные, людские благородные сердца. Герои живут и встречаются не только в сказках, а хэппи-энды случаются и в жизни. Наш спасатель живет в Кантышево, а история со счастливым концом произошла прямо под Новый год. Хаваш Зауров вспоминает тот случай в мельчайших деталях и признается, что забыть такое невозможно. На месте ЧП он оказался с двоюродным братом, который также сыграл немаловажную роль в спасении человека. По рассказам наших героев, юноша лет 17 решил проверить лед на прочность, но при этом не учел плюсовую температуру воздуха. Мы приехали в аптеку, оказавшуюся рядом с прудом по счастливой случайности. Увидели людей, решили проверить, что случилось. Что в пруду тонет человек, я и подумать не мог. Юноша провалился под лед метрах в 150 от берега, и потому без соответствующей подготовки быстро спасти тонущего было практически невозможно. Когда к беде подоспел Хаваш Зауров, на месте ЧП собралось большое количество людей, благодаря которым наш герой обратил внимание на происходящее. К тому моменту они уже успели вызвать спасателей и предпринимали меры для спасения утопающего. Но все, безуспешно. Молодой человек, быстро оценив ситуацию и поставив перед собой цель, во что бы то ни стало спасти тонущего мальчика, кинулся в ледяную воду. Определенный участок Хаваш все-таки смог преодолеть по льду, а дальше только вода. Добравшись до того места, где мальчик, по словам очевидцев, провалился под лед, Хаваш понял, что теперь перед ним стоит самая тяжелая задача – найти утопающего, который уже исчез из виду. Я доплыл до этого места и уже был готов нырнуть под воду, когда увидел часть его куртки на плаву. И я решил, что прежде чем нырнуть, стоит проверить, нет ли под ней тонущего. И хвала Всевышнему, что мои догадки были верны. Схватив его, я поплыл обратно к берегу. Его двоюродный брат Магомед Зауров, решив помочь, тоже вышел на лед. Хотел вытащить утопающего, чтобы Хаваш смог выбраться из воды, но провалился сам. Я провалился под лед и на один момент подумал, что утонем все втроем, но буквально через секунду увидел протянутую руку. Меня достали, после чего из воды вышли Хаваш с утопавшим. Хаваш, передав спасенного остальным, сам даже не поехал в больницу, пошел согреваться в машину, а с пострадавшим, как оказалось, уехал Магомед. Я сидел в машине, ждал брата, не знал, что он уехал в больницу. Так его и не дождавшись, уехал домой. Он рассказал, как один из очевидцев сразу подогнал машину и, положив пострадавшего, они ринулись в больницу. Придя в себя, братья в тот же вечер решили навестить счастливчика и только убедившись в его благосостоянии, покинули больницу. Героизм молодых людей заставляет гордиться ими, хоть сами они в своем поступке ничего геройского не находят. Но в любом случае они показали ярчайший пример самоотверженности и готовности прийти на помощь, не думая о себе. Ислам Дударов, Руслан Атигов, Наиб Цучоев. Вести Ингушетия. Если вам понравилось видео и хотите, чтобы его увидело больше людей, подпишитесь на наш канал, ставьте лайк и напишите комментарий.